главная отрасль экономики, и пандемия это доказала. Туриндустрия – это постоянная конкуренция. И как не отстать в этой гонке? Кто он, новый министр по туризму, узнаем сегодня в программе «Амчра» с Тимуразом Хишба. Изучала вашу биографию. Вот интересный факт. Вы занимались профессионально спортом, футболом, были вратарем, учились даже заочно в ВАГУ на факультете физкультурном. И вдруг менеджмент, экономика. Как так произошло, что вы оставили спорт? Ну, я также одновременно учился в экономическом институте в Москве. В 2011 году была необходимость в городе Гагра открыть отдел, который бы занимался именно туризмом. У нас, к сожалению, с 2001 года данный отдел не функционировал, и руководство района предложило мне занять должность начальника отдела. Что касается спорта, со спортом нужно было завязывать. Спорт не перспективен в Абхазии или почему надо завязывать? Ну, наверное, я не слишком талантлив был, чтобы продолжать. А почему руководитель Министерства туризма, почему вы согласились на это предложение? С чем связано ваше решение, точнее сказать? Руководством страны была предложена данная работа. Наверное, руководство учитывало то, что в предыдущие годы я работал начальником отдела по курорту и туризму, начальником управления. В бытность замглавой Гагринского района я курировал именно туризм. В последующем в Москве я работал в общественном совете Федерального агентства по туризму. Учитывая все это, руководством страны было предложено возглавить Министерство туризма. Первый вопрос, который я бы хотела вам задать. Вы человек не новый в сфере туризма, вы работали и в отделе, в администрации Гагры, но тем не менее здесь в министерстве вы новое лицо. И, естественно, от вас, как от руководителя ведомства, ждут какие-то новые решения. С какими идеями вы сюда в министерство пришли? Идей на самом деле очень много. К сожалению, не все идеи возможно воплотить в жизнь в ближайшем будущем. Это прежде всего связано с экономической составляющей. Ну и, естественно, те последствия, которые пандемия и как она влияет на туризм. Конечно, если мы говорим о тех идеях, которые есть у нас, которые мы можем воплотить в жизнь, это прежде всего повышение нашего сервиса. В этом мы нуждаемся бесспорно. Мы должны прямо и честно признаться, то, что мы находимся между двумя мощнейшими туристическими центрами. Я имею в виду и с востока, та же Грузия сегодня очень серьезно развивает туризм. Ну и, конечно, со стороны Российской Федерации после проведения 22-х Олимпийских игр в Сочи, это уже другой город, это город, который может принять туристов со всего мира. И сегодня нам сложно с ними конкурировать. Конечно, наша природа, наше гостеприимство делают свое дело, работают, но мы должны идти вперед. Как повысить эту конкурентоспособность? Какие конкретные задачи? Да, прежде всего это повышение качества обслуживания. Прежде всего. Но мы также не должны забывать, что в основу любого туризма главным фактором, какой бы ни был бы сервис, является безопасность наших гостей. Вот если наши гости будут чувствовать себя безопасно в нашей стране, и инвестиции придут, и другого качества туристы будут приезжать, что я имею в виду, это и средний класс, это и гости из других стран. Это очень важно для нас, я считаю. Хотелось бы поговорить еще и об облике наших курортов, о набережной. Как вы к этому относитесь? Что касается набережной Сухума, она приятно радует. Спасибо руководству города. На ней приятно гулять. Наши гости хорошо здесь проводят время. Сухумская набережная, она, я думаю, на данный момент показательная в Абхазии. Что касается Пицунской набережной, как вы заметили, она находится на территории курорта Пицунда.
Это флагман туризма Абхазии. Крупнейший комплекс. Конечно, она желает оставлять лучше. На набережной расположены торговые объекты, которые ни в коей мере не соответствуют данному месту. Слоняют красоту всю. Абсолютно согласна? с вами согласен. Люди пытаются заработать за отведенное им время и, к сожалению, забывают, что внешний вид и подача, к сожалению, хромает. И мы с этим будем разбираться. Мы будем людям объяснять, что так работать нельзя, при таких условиях нельзя. Я думаю, к следующему сезону набережная курорта Пицунды качественно изменится. С одной стороны, понятно, люди пытаются заработать кто как может, и это может быть источник выживания для кого-то, для тех, кто там работает, да, в сфере услуг и в сфере торговли. Как можно этот вопрос отрегулировать? Просто убрать, сказать нет, тоже не выход. Вы знаете, я думаю, что торговые объекты должны соответствовать визуально тому месту, где они находятся. Так как сейчас расположены на некоторых наших набережных объекты питания, объекты розничной торговли, это не соответствует никаким нормам. Они на самом деле портят весь внешний вид той или иной набережной. Мне кажется, нужно создавать типовые объекты, которые бы архитектурно, стилистически соответствовали тому месту, где они находятся. Есть еще масса направлений, над которыми мы могли бы работать, мы и должны над ними работать. Это развивать этнотуризм, развивать экотуризм. У нас есть прекрасные возможности для паломнического туризма. У нас есть возможности для горнолыжного курорта. У нас есть возможности для лечебного комплекса. Для этого нужны средства. Да. Понятно, все это упирается в вопрос денег. Сейчас в нынешних условиях пандемии и так далее, об этом сложно говорить, я понимаю. Но с другой стороны, вы затронули вопросы экотуризма. И вот это же не требует каких-то колоссальных вложений со стороны государства или что-то. У нас вот готовая природа. Что можно в этом смысле сделать? Мы считаем то, что развивая этнотуризм, экотуризм, паломнический туризм, мне кажется, в этом должно участвовать напрямую государство. Если мы говорим, например, о паломническом туризме, вот мы можем также сказать о Моквинском и Илорском храме. Есть определенные нюансы, связанные с тем, что западные страны не признают независимость Абхазии, но данные два храма входят в наследие ЮНЕСКО, наследие человечества. То есть об этих храмах знают, их рекламировать не нужно. Но если мы создадим условия, то что паломники со всего мира, поклонники истории христианства могли бы прибывать туда, это бы повысило бы не только количество туристов. Вы понимаете, в данном контексте туризм может нести за собой и дипломатическую миссию. Вы говорите о том, что вот для паломников и так далее вот эти вот объекты христианские, они не требуют рекламы. Но с другой стороны, даже популярные курорты, они постоянно, ежегодно вкладывают деньги в рекламу, платят. И в том числе в Министерстве туризма тоже есть статья расходов на реализацию вот этой рекламы, имиджевой рекламы. И насколько она эффективна и вообще в этом плане работа ведется? Не знаю, насколько вы знакомы с этой статьей, я думаю, она должна быть увеличена в десятки раз. Потому что, наверное, мы не должны себя обманывать. На данный момент работающая отрасль сегодня и сейчас – это туризм. Сейчас в связи с пандемией и с ограничениями, которые действовали на границе, были проблемы, в том числе и у ательеров с нехваткой кадров, с обслуживающим персоналом. Очень много объявлений, кстати, в сети ищут официантов, горничных и так далее. Да, вы правы абсолютно. Предыдущие годы, прошлый сезон в том числе, большое количество людей прибывали к нам на заработок с Белоруссии, с Украины, с ЛНР, с ДНР. И учитывая, что сейчас по соглашению с Российской Федерацией, да, вот зеркальному открытию границы,
между нашими двумя странами вначале могли пересекать только либо граждане России, либо граждане Абхазии. На данный момент этот вопрос решен частично. Руководством Абхазии были отправлены письма с просьбой, чтобы был решен вопрос по поводу граждан Донецкой Народной Республики. И этот вопрос решен положительно. Сегодня граждане ДНР и ЛНР могут пребывать на территории Абхазии и покидать ее абсолютно спокойно. По поводу подведомственных Минтуризма учреждений. Айтар был задействован во время вот этих ограничений, которые действовали в республике. На самоизоляции люди, которые находились, там размещались. Сейчас какая ситуация? Он задействован как курортный объект? Работает ли Да, Айтар? Айтар задействован как курортный объект, он принимает гостей. Может быть, это немного меньше, чем за соответствующий период прошлого года, но Айтар работает, ждет своих гостей. Между прочим, прекрасная территория. Все очень ухожено и красиво. На наш взгляд, очень достойный объект. На последнем совещании у президента, расширенном с членами правительства, вы привели цифры. Да. Как оказалось, Рицинский национальный парк посетило примерно такое же количество туристов, как и в прошлом году. А вот меня заинтересовали цифры по Новоафонской пещере. Почему-то там в 2 раза меньше. В общем-то, это 2 самых крупных туристических объекта, которые примерно одинаковое количество ежегодно посещают эти объекты. Почему такая разница в цифрах? Причин несколько. Во-первых, проработка самих туристических маршрутов, так называемых однодневок. Это первое. В подавляющем количестве случаев, например, однодневки, которые так называемые наши гости, которые прибывают на территорию Республики Абхазия на 1 день, то есть на экскурсию, в стоимость данной экскурсии посещение национального Рицинского заповедника включено, а посещение Новоафонской пещеры нет. То есть люди, прибывшие сюда, обязательно попадают на Рицу, но они могут отказаться посещать Новоафонскую пещеру. В этом есть большая разница. То есть, еще раз повторюсь, чаще всего билет, купленный экскурсантом в Краснодарском крае, включает в себя обязательно Рицу, но не включает в себя, Новоафонскую пещеру. Тогда становится понятным, а вот в нынешней ситуации, да, в которой мы все существуем сейчас в условиях пандемии, вы говорили о том, что Роспотребнадзор, который был в Абхазии, вы посетили несколько крупных туристических объектов, гостиниц и так далее, что они готовы, есть предписания и так далее. А частный сектор можно как-то вот контролировать и насколько на них можно повлиять? Если с крупными ательерами можно работать, договариваться, то контролировать частный сектор можно? Если говорить о частном секторе, конечно, там другая ситуация. Это намного сложнее. Мы вынуждены надеяться на сознательность наших граждан, на сознательность наших предпринимателей, которые принимают наших гостей. Что касается санаторно-курортного комплекса, я вот хочу еще раз подчеркнуть, мы сопровождали делегацию Роспотребнадзора, и на самом деле те санаторные объекты, те места размещения, которые мы посещали, на меня произвели очень хорошее впечатление. И, в принципе, такое же впечатление было у представителей Роспотребнадзора. И из этого и вышла та бумага, которая позволила открыть границу 1 августа. Я одно мнение хочу озвучить по поводу того, что вот Министерство туризма считает менее проблемным министерством. Вы согласны? По сравнению с, там, не знаю, с Министерством здравоохранения, внутренних дел, службой госбезопасности. Я так абсолютно не считаю. Я вот еще раз хочу подчеркнуть, пандемия коронавируса подчеркнула, насколько туристическая отрасль важна для Абхазии. Сложно переоценить значимость туризма для жизни наших граждан. Для огромного количества людей туризм является единственным заработком. И, на мой взгляд, мы не должны себя обманывать и говорить, что у нас есть несколько отраслей. На данный момент отрасль, которая работает сейчас и которая приносит прибыль именно сейчас, а не завтра, это именно туризм. По
по поводу билетной системы, да, пропусков. Это же было сделано с целью того, чтобы какие-то коррупционные схемы предотвратить и так далее. Сейчас как с этим обстоит дело? Вот может ли государство и Минтуризма четко контролировать вот этот процесс продажи билетов? По нашей информации, ситуация находится под контролем. Я хочу заметить, что Рицинский национальный парк, по нашему убеждению, к концу августа выйдет на показатели прошлого года. Это о многом говорит, учитывая то, что мы работаем всего лишь 1 месяц. Вся туристическая отрасль, я имею в виду. Что касается Новоафонской пещеры, да, есть большая просадка, более 47% проседаем по посещаемости. Но я, как уже отмечал, на это есть субъективные и объективные причины. А какие мероприятия позволяют вам вот эти контролировать? Я знаю, что камеры слежения. Ну, например, Новоафонская пещера – это камеры слежения, это турникеты, это люди, которые проверяют туристов перед тем, как они пройдут вагончики. Конечно. Ну, в целом, как вы оцениваете курортный сезон? Он начался значительным опозданием, но тем не менее. Мы надеемся, что эта отрасль в этом году еще будет работать еще месяц, а может быть и 2. Это способствует экономическому росту и способствует благополучию наших граждан. Какие 3 главные задачи вы ставите перед собой вот в течение этого года, этого текущего рабочего года, надеетесь осуществить, чтобы мы по истечении этого срока могли к вам вернуться и обсудить результаты этой работы? Что касается, что мы можем начать в этом году, на мой взгляд, и на взгляд специалистов министерства, очень важно внести в поправки в закон о туризме. Наш закон принят в 2005 году. К сожалению, с того времени он не менялся. Мы должны начать работать по изменению закона о туризме. Закон. Дальше. На наш взгляд, Абхазия просто нуждается в стратегии развития туризма. Это научная работа, к ней должны привлечены быть специалисты высокого уровня. Вот написание стратегии развития туризма, на наш взгляд, имеет большую важность. Третье, последнее, что бы вы хотели успеть сделать за год? Третье, наверное, министерство нуждается в структурных изменениях. Мы надеемся, с начала следующего года мы приступим. Спасибо большое. Я желаю вам удачи в вашей работе и надеюсь, через год мы с вами будем говорить о результатах этой работы. Спасибо.